Один осколок вошел сюда, вышел отсюда. Второй сюда через глаз вошел, вышел отсюда через висок. 15-летний Маруф показывает свои раны от разорвавшегося снаряда. Он потерял глаз, кисть правой руки, а на ногах и животе у него десятки шрамов. Осколки снаряда из его тела вытаскивали около месяца. И родители мальчика говорят, что скорее всего несколько кусочков металла еще остались. До сих пор в больницу возим на перевязки. Ему стало скучно, и сегодня я его отвела в школу. Учителя все вышли встречать моего сына. Он сидел в классе, и учитель растопил печь, чтобы сын не замерз. Маруф учится все делать левой рукой. Писать пока получается плохо, признается мальчик. Одеваться и ходить помогают ему родители. Ноги еще не восстановились. Снаряд валялся на земле. Я его увидел, поднял и отнес к покойному Сарахону. Он сказал: «Выбрось подальше, это плохая вещь». Снаряд выпал из моих рук прямо на камень и взорвался. Трагедия произошла в августе этого года неподалеку от кишлака Зулубот. Отец Маруфа, Саид Ахмад, решил показать место происшествия. Вместе со своими соседями его сын, как обычно, пас скот. От взрыва снаряда, найденного подростком, пострадали еще 2 человека. Один из них, 28-летний Сарахон Шарифов, отец 3 детей, скончался в больнице от потери крови. На месте его гибели родственники установили табличку и небольшую ограду. Второй, Сафармат, получил легкие осколочные ранения. Сарахон в ту же ночь скончался в больнице, хотя 2 других были стабильны. Он много крови потерял, здесь было все в крови. Семья Маруфа живет бедно, 2 его старших брата находятся в трудовой миграции, но зарабатывают немного. Отец в этом году собрал с приусадебного участка всего 17 мешков пшеницы. Если бы не помощь соседей, то оплатить операции они бы не смогли. Да и то пришлось влезть в долги. От местных властей они помощи не дождались. Родители Маруфа говорят, что снаряд, из-за которого погиб 1 человек, а их сын стал инвалидом, возможно, принадлежал российским военным, которые до прошлого года регулярно проводили учения на полигоне Момирак, находящемся в нескольких километрах от кишлака. А были случаи, когда снаряды долетали и до ближайших селений. В середине 2000-х годов там было зафиксировано несколько подрывов местных жителей со смертельным исходом и домашнего скота. Сколько еще таких неразорвавшихся снарядов лежат в земле, никто не знает. В 201-й российской военной базе утверждают, что при сдаче объекта Минобороны Таджикистана была проведена полная очистка и разминирование территории полигона Момирак. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.